Начнется запись. Замечательно. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, видно? Напишите в чате. Да, видно, слышно, замечательно. Вот, я рад всех приветствовать. Да, у нас, получается, 16 участников подключились, и еще вживую еще, получается, 6 участников, да? Всем замечательно. Вот, кафедра точных наук начинает, соответственно, серию семинаров методических для учителей математики. Я представлюсь. Вчера, правда, забыл, к сожалению, представиться на РМУ. Да, зовут меня Носов Леонид Сергеевич, заведующий кафедрой точных наук Коми Республиканского института развития и образования. И, соответственно, подготовка и метод актив учителей математики, РМО учителей математики, также аналогично по информатике. Это за кафедрой точных наук. Дальше я передам слово. Кто у нас первый выступает? Да. Передам слово председателю ОГЭ по математике. Вы представитесь? Да, конечно. Ага. Я на ваше место, да? Да, конечно. Вас будет видно, соответственно. Ага, замечательно. Ну. Всем добрый день. Значит, меня зовут Терентьева Елена Ивановна, являюсь председателем предметной комиссии по проверке ОГЭ по математике. И сейчас мы с вами проанализируем, что мы получили по итогам этого года. Итак, писать так, да? Да. Угу. Хорошо. Первая диаграмма нам показывает распределение первичных баллов участников ОГЭ по нашему предмету в данном году. То есть здесь мы видим по заданиям, каков процент выполнения, то есть вообще сколько учащихся, это количество учащихся приступало к данному виду заданий. И как мы в данной диаграмме видим, что у нас, скажем так, проваливается это первая часть, первые 5 задач, которые проверяют метапредметные умения работать с текстом, и западает, конечно же, вторая часть. Более подробненько сейчас мы с вами все это разберем. Так, данные результаты в таблице представлены на момент июля. То есть это с учетом, скажем так, первого, второго, да, второй волны, или как это сказать, когда вот в мае дети сдавали и сдавали в начале июля. То есть по итогам вот этих вот двух моментов вот у нас сформировалось такие вот результаты. Значит, как мы видим, оценка 2 у нас, конечно, количество человек и процент снизился по сравнению с прошлым годом, но сейчас в начале сентября еще дети пересдавали, пока этой информации у нас еще нет. Ну вот, как вы видите, значит, двоек у нас 581 человек, это 6,8%, а троек у нас 4715 человек, это 55,2%, и четверок 2732 человека, это 31%, и пятерок у нас не так много, как хотелось бы, конечно, это 514 человек, и всего 6,2%. Да. Это все по республике. Да, это по республике. Отдельно город я могу потом подготовить на городское метод объединения, если есть в этом необходимость. Так, да, данные у меня по республике. Следующее мы с вами сейчас проанализируем такой содержательный, проведем анализ, да, по выполнению заданий данного экзамена. Вот у нас представлены задания первой части, это первые 19 заданий, и здесь у меня указан средний процент выполнения каждого из них. В принципе, что показывает, что из первой части метапредметных умений у нас хорошо выполняется только задача под номером 1, но сейчас более подробненько, сейчас я это скажу. И вот как здесь говорится, что первая часть у нас состояла из заданий базового уровня сложности, и получается 4 задания с предполагаемым процентом выполнения 80-90%. Всего у нас выполняет не так много людей, всего 50-60%. Далее следующая диаграммка у меня показывает анализ результатов выполнения заданий второй части экзаменационных работ. Это 20, 21, 22
22, 23, 24, 25. Из данной диаграммы мы видим, что ко второй части у нас приступают дети не так часто, и не нулевые баллы за вторую часть набрали всего 5,81 учащихся, и большая часть, конечно, совсем к ним не приступала. Как мы видим, наиболее, скажем так, выполнимые задания – это 20-е, это уравнение, система уравнений, неравенство и так далее. И первая геометрическая простая задача под номером 23, его выполнило всего 10,53%. Следующая диаграмма нам показывает анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение задания КИМ. То есть здесь показывают данные средний процент выполнения первых 5 заданий, которые объединены одним текстом. И мы видим, что наиболее большой процент выполнения – это первого задания, где нужно прочитать внимательно текст, поработать с текстовой информацией, сопоставлять информацию, представленную на картинке с определенным текстом. С этим ребята практически очень хорошо справились. И в последние 2 задачи, 4 и 5, где нужно применить определенные умения и навыки вычисления, мы видим, что процент довольно-таки ниже. И вот как показывает практика, 4-5 задачи дети приступают довольно-таки редко. Следующая диаграмма – это показ процент выполнения первой части по алгебре. Это с 6 по 14 задание. Так, и что здесь у нас мы видим? Сейчас я скажу. Так. Ну, в принципе, скажем так, относительно ровно, да, и получается 12, 13, 14, это как раз идет теория вероятности и задание на геометрическую арифметическую прогрессию, у нас тоже процент выполнения идет ниже. Далее диаграмма показывает выполнение первой части по геометрии. Но у нас почему-то в средней школе всегда западает геометрия. То ли ее дети плохо учат, то ли нет желания учить. Но вот, однако, процент выполнения геометрических задач у нас довольно-таки низкий. Но опять же, чтобы получить удовлетворительную оценку, мы должны обязательно выполнить 2 задания по геометрии. Так. Очень хорошо выполняется 18 задание. Это задание на клетке. Довольно-таки успешно все делают. 19 – это выбор, по-моему, верного утверждения. Да. Так, ну вот такой вот краткий обзор нашего экзамена, скажем так. Более подробно мы разбираем типичные ошибки на дальнейших курсах, разберем. Да, Марина Анатольевна? Да, ну вот пока так. Если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу. В чате вопрос, где можно получить результаты по республике, но у нас обобщают результаты по республике РИЦОКа, и вся информация у них, вся отчетность, да, на сайте РИЦОКа, вся эта информация есть по всем предметам в плане ОГЭ и ЕГЭ, да, у них. Еще вопрос? Угу, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я несколько минут вашего внимания еще потрачу на то, чтобы сказать общие методические и организационные подходы к подготовке учащихся к ОГЭ. Значит, мы несколько кратко сегодня сделали такой наш метод-семинар, потому как у нас запланированы курсы повышения квалификации в конце октября, ноябрь месяц, то есть на первых наших каникулах. И там мы планируем рассмотреть эти вопросы, не только касающиеся ОГЭ, но и ЕГЭ более подробно.
Но сама программа, то есть сам план программы этих курсов чуть попозже будет. Поэтому сегодня несколько такие общие положения. Ушла. Да, ну я имею в виду, что прям конкретно, что войдет, это чуть-чуть попозже будет сделано. Так, итак, значит, подготовка учащихся к ОГЭ, общие методические и организационные подходы. Ну, во-первых, хочется отметить, что нужен, конечно, при любой подготовке, будь там хоть какой-то итоговой аттестации, любому экзамену, нужен комплексный подход. Что такое комплексный подход? Это целенаправленное сотрудничество администрации, учителей, предметников, учащихся и их родителей, то есть всех субъектов образовательного процесса. Существует 3 направления этой деятельности: информационная работа с педагогами, с учащимися и с родителями. Содержание информационной работы педагогами в чем заключается? Это прежде всего изучение нормативки всей, знакомство с методическими материалами, инструкциями, включение в планы работы школьных метод объединений, вопросов о проведении экзамена и обсуждения результатов пробных ОГЭ, творческих презентаций, опыта по подготовке учащихся к ОГЭ, выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки учащихся к экзаменам, обучение педагогов посредством курсовой подготовки и участия в семинарах, связанных с ОГЭ. Содержание информационной работы с учащимися включает в себя организацию информационной работы в форме инструктажа учащихся о правилах поведения на экзамене, правилах заполнения бланков, оформление информационного стенда сюда может входить с нормативными документами, заполнение бланков, проведение занятий по тренировке заполнения бланков и пробные внутришкольные работы по различным предметам. Содержание информационной работы с родителями – это родительские информационные собрания о процедуре проведения ОГЭ и особенностях подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов и о результатах пробной внутришкольной работы. Ну и, конечно же, индивидуальное консультирование родителей. Ну, как бы все это у нас делается, может быть, это больше напоминание тем, которые только включаются как бы в эту процедуру ОГЭ для молодых специалистов и так далее. Важные составляющие подготовки учащихся к ОГЭ – это 3 этапа, это организационный, образовательный и психологический. Организационный этап, понятно, то есть включает такие организационные моменты. Образовательный этап – это овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками по предмету, использование школьной учебной литературы для подготовки и дополнительной литературы, отражающих специфику предстоящего экзамена. Сюда же относятся КИМы, методические разработки, пособия, электронные учебные курсы. КИМы для ОГЭ включают, помимо самих вариантов заданий, так называемые кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся. В них содержится перечень тем и их содержания, именно те, на которые составлены экзаменационные задания, а также требования к уровню подготовки учащихся по предмету. Это дает возможность согласовывать объем уже имеющихся и необходимых для экзамена знаний, умений и навыков. Ну и психологический этап, конечно, нужно всегда учитывать этот аспект, так как написание ОГЭ связано, во-первых, с неформальным форматом проведения, значит, неформальный формат, да, необычный формат проведения экзамена, затем строгие временные рамки и так далее. Поэтому важно уделять внимание изучению процедуры, то есть спокойно объяснять, что, как это происходит, без запугивания, без нагнетания, учить правильно заполнять бланки и так далее. То есть это все у нас психологический аспект. Основные принципы подготовки учащихся к ОГЭ, также можно и к ЕГЭ это же самое отмечать, это тематический, логический принцип тренировки, временной принцип. Тематический, то, что подготовка проводится по темам от простых типовых заданий к сложным. Система развития мышления учащихся осуществляется с помощью системы различных типов задач с возрастающей трудностью. Повторение организуется так, что однотипные задания располагаются группами. Это дает возможность научить учащихся правильным рассуждениям при решении задач и освоить основные приемы их решения. Логический принцип. На этапе освоения знаний необходимо подбирать материал в виде логических взаимосвязанных систем. Ну, то есть
Понятно это. То есть если нам нужна тема решения системы неравенств, например, то перед этим должны браться задания на решение неравенств. То есть что такое неравенство и как они решаются. То есть чтобы была логическая последовательность. Принцип тренировки, то есть выполнение различных тренировочных тестов, которые могут оценить степень подготовленности к экзаменам. Ученик может не только выполнить тест, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали затруднения. И временной принцип, то есть стараться каким-то образом отслеживать, то есть чтобы чувство времени у них все-таки осуществлялось, поэтому, соответственно, это сложно сделать как бы в школьно-урочной системе, но тем не менее можно организовать и нужно организовывать такой принцип, осуществлять тоже. Дальше принцип сложности, принцип доступности, принцип синусоиды, принцип интуиции. Принцип сложности. Работа по подготовке к ОГЭ должна осуществляться на высоком уровне трудности. Это значит, что не нужно бояться включения в задания на уроки таких вопросов, которые выходят за рамки школьного курса. Большое значение должно быть уделено разбору заданий, вызвавших наибольшее затруднение. То есть не стоит зацикливаться только на простых, средних, легких заданиях, но и брать повышенный. Пусть будет всегда то, к чему будет стремиться ученик, и ставить перед собой какую-то более высокую планку. Принцип доступности. Важнейшим моментом подготовки к ОГЭ является работа над пониманием формулировки вопроса и умением отвечать строго на поставленный вопрос. В процессе этой работы рекомендуется использовать различные упражнения, суть которых является анализ формулировки вопроса и подбор правильного ответа, то есть соответствующего данной формулировке. Принцип синусоиды, что это такое? За 2-3 месяца перед экзаменом напряженность подготовки должна достигать своего пика, то есть максимум. За месяц до экзамена напряженная работа должна прекратиться. То есть здесь нужно, во-первых, и дать, что называется, еще какая-то отлежка должна произойти, и нужно, чтобы психологически разгрузиться чуть-чуть, чтобы не было такого нагнетания. И принцип интуиции. Учащимся нужно учить интуитивному мышлению при решении теста в части А и Б, то есть простых тестовых, в первой части учащиеся могут пользоваться своей интуицией, опираясь на знания из разных областей предмета. Или же хотя бы не только там, что называется, не просто предугадать ответ, а, например, хотя бы проверить. Это тоже здесь важно. Так, стратегия подготовки к ОГЭ учащихся, которые имеют личностные и познавательные трудности в учении. То есть различные трудности могут возникать у учащихся. То есть не обязательно, что совершенно ничего не понимает, а тут может быть личностный аспект и познавательный. Учащиеся, имеющие личностные трудности, здесь что можно сказать? Вот можно выделить такие типы, детей, инфантильные дети, тревожные дети, неуверенные дети, дети с комплексом отличника. Инфантильные дети, они отличаются низким уровнем самоконтроля и волевых процессов. Стратегия поддержки данной группы учащихся заключается в необходимости работы с алгоритмами. Важно при подготовке к ОГЭ разбирать материал на короткие, легко выполнимые шаги и заканчивать работу на позитиве, не дожидаясь возникновения чувства усталости и нежелания работать. Тревожные дети – это те дети, для этих учащихся экзамены сопряжены с определенным эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Какая здесь стратегия может быть выработана? Стратегия поддержки этих учащихся заключается в следующем. Нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего экзамена и значимости его результатов. Неуверенные дети. Проблема таких детей в том, что они не умеют опираться на собственное мнение и склонны прибегать к помощи других людей.
Стратегия поддержки. Во время проведения пробного экзамена неуверенного учащегося можно поддержать простыми фразами, способствующими созданию ситуации успеха. Я уверен, что у тебя все получится, ты обязательно справишься. Дети с комплексом отличника. Дети данной категории обычно отличаются высокой или очень высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью, исполнительностью. Здесь стратегия поддержки заключается в том, что очень важно помочь таким детям скорректировать их ожидания и помочь осознать разницу между достаточным и превосходным. Им необходимо понять, что для получения высокой оценки нет необходимости выполнять все задания. Дети с познавательными трудностями. Учащиеся синтетики, учащиеся, испытывающие недостаток самоорганизации и астетичные учащиеся. Например, здесь такие типы учащиеся. Дети синтетики опираются в большей степени на общее, а не на частности. Они мало внимания уделяют деталям, потому что их интересуют общие взаимосвязи. Стратегия поддержки – это развивать у таких детей аналитические навыки, учитывая, что общий ход их деятельности от общего к частному. При работе с тестами синтетиков нужно ориентировать на выявление основного в каждом задании. Что здесь является главным? На что стоит обращать внимание в первую очередь? Учащиеся, испытывающие недостаток самоорганизации. Данной группе учащихся характерна невнимательность и рассеянность. У них очень редко бывают истинные нарушения внимания, так как сформированы все психические функции, необходимые для того, чтобы быть внимательными. Но общий уровень организации деятельности очень низкий. Стратегия поддержки заключается в том, что на этапе подготовки к ОГЭ очень важно научить ученика использовать для саморегуляции деятельности различные материальные средства, такие как песочные часы, отмеряющие время, составляющие списка необходимых дел, линейка, указывающая на нужную строчку. Астеничные учащиеся. Основная характеристика астеничных детей – это высокая утомляемость и истощаемость. Они быстро устают, у них снижается темп деятельности и резко увеличивается количество ошибок. Стратегия поддержки. При работе с такими детьми очень важно не предъявлять заведомо невыполнимых ожиданий, которым ребенок не сможет соответствовать. Организовать оптимальный режим подготовки, чтобы учащийся не переутомлялся. Гиперактивные и гипоактивные учащиеся. Гиперактивные – это быстрые, энергичные, активные, с высоким темпом деятельности. Они импульсивны и порой не сдержаны. Необходимо развивать у них функцию контроля, то есть навыки самопроверки. По завершении работы найти ошибки, самостоятельно проверить результаты выполнения задания. Основной принцип здесь должен работать гиперактивным. Сделал – проверь. Гипоактивные. Таких детей характеризует низкая подвижность, низкая лобильность психических функций. Они с трудом переключаются с одного задания на другое. Еще одна их особенность заключается в том, что им требуется длительный период при выполнении каждого задания. Если таких учеников начинают торопить, темп их деятельности еще больше снижается. Стратегия поддержки – развивать навык переключения внимания и научить ребенка пользоваться часами для того, чтобы определять время, необходимое для каждого задания. Это вот для рекомендации при работе с учащимися вот следующих типов, которые испытывают либо личностные, либо познавательные затруднения. Ну, использование различных средств обучения при подготовке к ОГЭ, это тоже, в общем-то, здесь ничего нового, наверное. Кодификатор. То есть нужно использовать, так как именно там указываются темы, содержания, которые могут попасться на ОГЭ, книги от ФИПе, дистанционное обучение. Хорошо, когда если при учете индивидуальных каких-то особенностей, учитывая индивидуальные задания, способности учащихся. Самостоятельное повторение учебного материала и тренинг выполнения заданий с использованием ИКТ. Здесь тоже может быть онлайн-тестирование. Очень много сейчас разных сайтов, на которых можно пройти вот эти пробные, так сказать, пробные тестирования. Групповые рассылки, индивидуальные консультации по материалам КИМ.
использование ИКТ, то есть использование информационных технологий при подготовке к ОГЭ. Для чего это надо? Это позволяет активизировать, прежде всего, познавательную деятельность учащихся, обеспечить высокую степень индивидуализации обучения, повысить объем выполняемой работы на уроке, усовершенствовать контроль знаний и обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам и другим информационным ресурсам. Использование, конечно же, учебника. Учебники должны все равно играть, если не главную, то очень важную роль в процессе, ну, как на уроке, так и в процессе подготовки к экзамену. Мониторинг. Повысить уровень обученности и качество знаний учащихся позволяет использование мониторинга знаний, умений, навыков, применение самодиагностики, самооценки, проведение индивидуальной работы с учениками по ликвидации пробелов в знаниях. Хороший результат отслеживания показателей обучения каждого выпускника дают диагностические карты учебных достижений каждого ученика по результатам контрольных диагностических работ. И небольшие рекомендации педагогам по подготовке учащихся к ОГЭ. Ну, перед учителем-предметником стоит вообще сложная задача. Да? С одной стороны, учащимся надо дать знания, которые помогут им подготовиться к выбранной профессиональной деятельности и продолжать образование в течение всей жизни, а с другой – подготовить учащихся к ОГЭ. Главной целью ведение которого является получение объективной оценки качества подготовки выпускников. Ну, прежде всего, очень важно самому учителю быть готовым к ОГЭ содержательно и методически, и организационно. Для этого необходимо повысить свою квалификацию на всевозможных курсах, семинарах, различных дистанционных курсах, форумах учителей, активно обмениваться опытом с педагогами как в своей школе, так и в сети интернет по проблемам подготовки к ОГЭ, создать собственную рабочую коллекцию полезных ссылок на основные интернет-источники с материалами для пополнения своей методической и диагностической копилки, познакомиться с имеющимися методическими пособиями, рекомендованными ФИПИ для подготовки, систематизировать материалы разных лет по разделам экзаменационной работы и подготовить возможные способы объяснения ученикам основных методов выполнения тех или иных заданий, продумать систему работы, что можно дать на этапе повторения, обобщения и систематизации тематического материала, что дать учащимся для повторения и подготовки дома. Также учителю необходимо выявить общие и индивидуальные затруднения своих обучающихся, использовать образовательные технологии в процессе подготовки к ОГЭ, ну, наиболее эффективные, будем так говорить, да, совершенствовать формы и методы обучения, работу на уроке направить на формирование общеучебных навыков и ключевых компетенций, работать над формированием целевых групп, определение групп риска, разработать индивидуальные образовательные траектории обучающихся и проводить консультации по предмету как для учащихся, так и для их родителей. Ну, такие вот небольшие. Да, у меня все уже здесь. Вот такие небольшие общие рекомендации. Вот. Ага. Ага. Вопросы есть? Вопросы не вижу, в чате не вижу. Спасибо. Итак, еще раз хочу сказать, что мы более основательно, более подробно информацию по ОГЭ, так и по ЕГЭ в плане решения задач, рассмотрения каких-то способов решения различных задач. И также акцент на типичные ошибки. Почему так? Мы планируем рассмотреть на курсах повышения квалификации, которые будут на первых каникулах на наших. Спасибо. Спасибо, Марtina. И я еще хочу показать два проекта, которые ведет Коми Республиканский институт развития образования, связанных именно как с подготовкой обучающихся к ОГЭ, да, так и с поддержкой, методической поддержкой учителей. То есть первый проект, он называется «Личный кабинет обучающегося». Сейчас я покажу, соответственно, экран. Угу. Так, сейчас ресурс.
Покажу экран, соответственно, тот ресурс, который, соответственно, это, я думаю, многие из вас знакомы с этим ресурсом. Единая система электронного обучения, edu.rcomi.ru. И тут, соответственно, раздел мероприятия Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. Дальше раздел ОГЭ. Ну, там, понятно, будет ОГЭ 2023 уже в дальнейшем, да, сейчас 2022. Да, подготовка ко второму этапу ОГЭ, соответственно, это тот раздел, который был создан для работы с, так называемыми, с теми ребятами, которые не получили неудовлетворительные результаты по ОГЭ. Да, и, соответственно, которые вышли, получается, на пересдачу ОГЭ сейчас вот в сентябре. Для них был создан этот ресурс личный кабинет обучения, и они автоматом сюда попадают. Да, соответственно, ну, по соответствующему предмету их автоматом сюда записывают. У них на курсе есть, соответственно, 3 роли, да, обучающийся, учитель и координатор муниципальный, тот, который от муниципального района. То есть в каждом муниципальном районе, в принципе, закреплены координаторы. Там, насколько я знаю, по 3 просто районам не отписались, но в любом случае, если есть желание записать ребенка вот в классе вот на этот ресурс, да, обращайтесь к муниципальному координатору. Да, если муниципальный координатор не отвечает, то тогда, соответственно, обращайтесь напрямую к нам, в Коми Республиканский институт развития образования, чтобы попасть в этот раздел, да, этого ресурса, да, чтобы можно было тот, так скажем, бесплатный ресурс дистанционной подготовки к ОГЭ. На самом деле, не только математика, как видите, а все предметы, по которым есть ОГЭ. Соответственно, здесь присутствует. Это тот ресурс, который в помощь, да, как обучающемуся, так и в помощь учителю. Потому что учитель тоже на этом ресурсе, в этом курсе получает именно роль учитель. Да, он может отслеживать успехи своего ученика, соответственно. Следующий ресурс, который я хотел бы показать, это уже то, что позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут для педагога. ИОМ, так называемый. ИОМ, он так и называется, обратите внимание, единая система научно-методического сопровождения педагогических работников, личный кабинет педагога. А вот здесь это вот она платформа, так и называется, личный кабинет педагога. Является интегратором индивидуальных образовательных маршрутов. Здесь, в принципе, на сайте на edu.rcomi.ru регистрация свободная. Здесь тоже регистрация свободная. Ничего сложного технически зарегистрироваться на этой платформе нет. Да, я думаю, платформа единственное будет развиваться, модернизироваться. Да, и здесь соответствующие, здесь такой пока раздел учебные занятия, да, это еще с прошлого года осталось по разным разделам. Да, понятно, разделы будут развиваться, дополняться. Я вчера показывал результаты оценки качества, результаты ФИОКа по учителям, да, по их диагностике, по их педагогическим дефицитам. Вот, те учителя, которые показали результаты диагностики, низкие результаты по каким-то разделам, они сюда автоматом будут записаны. Да, соответственно, потому что это инструмент их повышения их профессионально-педагогического мастерства. Потому что цель, на самом деле, Института развития образования, да, именно развитие образования, да, и цель, соответственно, центра, как структурного подразделения института, да, центра непрерывного повышения педагогического мастерства, это именно повышение педагогического мастерства педагогов нашей республики, и по этой причине они будут сюда, естественно, записаны. Да, на соответствующие мероприятия, которые, по нашему мнению, да, понятно, будут способствовать закрытию вот этих вот педагогических дефицитов. Но при этом на другие на любимые мероприятия, на самом деле, запись здесь свободная, так скажем. Это, ну, понятно, это с прошлого года еще пока мероприятие, но можно записаться будет на новые мероприятия, как-то по мере появления, и принять участие. То есть вы, не только мы сформируем, получается, ваш индивидуальный образовательный маршрут, но вы сами можете участвовать, принимать участие в формировании вашего индивидуального образовательного маршрута, потому что не все учителя прошли у нас
соответствующую диагностику, да, и поэтому не по всем мы видим соответствующие педагогические дефициты, а те запросы, которые вчера прозвучали, они как раз позволяют закрыть эти педагогические дефициты. Сейчас я переключусь. Коллеги, вопросы? А вот платформа, которая у вас была для тех детей, тех учащихся, которые не сдали. Угу. Во-первых, было очень трудно зарегистрироваться. У меня некоторые зарегистрировались буквально в течение недели. Не могли. Вроде все зарегистрировано, просят там подтверждение какое-то, и все вылетает снова. Второе. По поводу технических вопросов, вот у нас есть как раз программист, который вот, за вами сидит, да, который отвечает за эту платформу. Да, по техническим вопросам, если что, можно к нему обращаться. Второе. Как только эта платформа открылась, во-первых, мне было очень удобно следить, там было 600 с лишним человек, и дети были не по алфавиту, не по общеобразовательным учреждениям. И было они в общей куче, получается, были. Да, это неудобство, я согласен, это неудобство Moodle, а удобнее, когда их разбить по группам соответствующим образовательным организациям. Да, да. Это интересное предложение, я донесу его, я понял. Вот смотрите, только платформа открылась. И у некоторых детей все зеленым загорелось. Они что? Моментально Достаточно открыть, закрыть и все. А смысл? Они уже... Сейчас сделали. Он зашел всего на секунду, и у него зеленым горит. Нас без конца перебили. Почему у вас мало? Я сказала, сегодня открываем это, чтобы они работали, чтобы я видела. Я говорю, мне не надо, чтобы у вас там было 3 секунды. Мне надо, чтобы вы работали, чтобы был результат. Вы открыли, вам казалось, что вы уже работу сделали, да? А на самом деле дети-то не работали на них. Они открыли, и зеленым загорелось, все. Ну да, это особенность, это особенность Moodle, да, такая. Ну, у меня все, слава тебе, Господи, знают. Но я не вижу смысла вот в этой платформе. Это еще самая нагрузка на педагога. Потому что я, например, облегчение от этой платформы в этом году не купила. Хорошо, спасибо, я услышал. Спасибо за обратную связь. Учтем ваши замечания. Ага. Потому что, я согласен с тем, что надо как-то, во-первых, разграничить по образовательным организациям, потому что учителю удобнее видеть только своих учеников, а не всех сразу, да. И чтобы видно был результат детей, что действительно он вышел, он работал и получил какие-то результаты. Я понял, да, это как бы вопрос формирования образовательного выбора типа образовательного контента, потому что там же можно выбрать лекции, задания, особенность Moodle как раз позволяет выставлять такие ресурсы, которые не только на просмотр, да, но и на какое-то выполнение заданий, на проверку и прочее. Когда учитель мог бы проверить, да, если выставлено задание, учитель мог бы его проверить. Да, даже там, где там было, например, объяснение учителя, они за секунду, за 2-3 секунды, они не могли. Я посмотрела там по некоторым детям, да, они там действительно 3 секунды, это что? Открыл, закрыл. У него все замечательно. Управление образования, эта школа вся уже выполнена. Я понял, я услышал его запрос, да, это немножко переформатировать сами курсы. Скажите, пожалуйста, вот эти курсы, они делаются для чего? Нас всех заставили в июле работать с детьми, у которых двойки. Даже тех, у кого не было двойки, чтобы мы помогали своим коллегам. Да? И мы каждый раз собирали консультации. Но вот ГРМУ нас действительно долбила вот этой программой, что мы должны каждый день следить. Мы по 3-4 часа работали в школах с детьми, 1 на 1. И вот еще дома выходить, когда люди все отдыхают, мы все отпускаться. У нас у всех по 20 с лишним дней не отгуленного отпуска, да? Такого обычно не бывает учителей. А мы все почему-то должны еще были вот дома вот это выходить, смотреть. И мы проводим консультацию. Тогда, наверное, либо консультация, либо вот это, как-то что-то одно должно быть. Либо совмещать. Я согласна, вот это вот должно быть. Когда все учителя в отпуске, и кто остался на сентябрь. Конечно, у нас есть дети, которые все равно всегда останутся, потому что они по 3 экзамена не сдают. Это контингент, правильно такое, да? А мы не берем лицеи, которые мы берем в военной школе. Вот в лицеях там и нету нулей, да. Наш контингент такой, да, у нас дети в этом году не сдали по 3, по 4 экзамена. Их не допустили. Они хотели, пока мы работали до 7 июля, все на консультации. 7 июля, я понимаю, они вышли вот туда. А то они якобы действительно прошли вот это все. Потом, я не знаю,
Мы математики, мы всегда во всем, всегда во всех школах виноваты. Математика, она сложная, да, согласитесь? Знаю, да. А все предметы, кроме русского, остальные по выбору. И получается так, что мы как бы вот, ну, как особые, не знаю, русские у нас, люди русские, они сдают более-менее, да, если заводы мало. Да, вот. А математика у нас, но всегда у нас завал. И почему все время вот учитель? Вот мне хотелось бы услышать, что с учеником нужно делать конкретно. Вот на тех же курсах в октябре мы работаем все, вот все математики тут у себя, да, все отдаем свои уроки на 100%, а то еще на 150%. Мы проводим все консультации, причем бесплатно, в основном все проводят консультации в школах. Как мы должны воздействовать на родителя и на ребенка? Вот я бы это хотела услышать. Понимаете? Я понял, это и ваш запрос. Мария Анатольевна, можете зафиксировать, да? Запрос такой интересный. А? Да. Проблема мотивации учащихся и, главное, родителей, да? Это вот... Я в 2012 году была в Москве на курсах, когда проводили курсы наши составители ЕГЭ. Ященко, вот эти все как бы, сейчас вылетела, которая у нас теория вероятности, так сказать, да? И, значит, и был Краснодарский край. И они говорили так, Краснодарский край. Мы каждый месяц проводим мониторинг, но не так, как у нас, не знаю, как у вас, девочки, у нас там первые 2 урока дети учатся, потом их снимают на уроки, да, делают. И у кого свободные уроки, тот сидит. А именно снимают детей, снимают учителей, сидят они на уроках. И после этого они приглашают каждый раз всех родителей прямо, чтобы те расписывались, и каждый раз им готовят, чтобы в 10 класс мы должны идти, вы понимаете, вот такие результаты по окончанию. Вот. На что тогда сказали у нас тот же самый Гулимович, по которому мы сейчас работаем, да, он сказал, да, а вы должны научить только первую часть школы, вот ЕГЭ даже, не ОГЭ, а ЕГЭ, вы должны научить только первую часть, потому что вы простая школа, а все остальные лицеи должны учить вторую часть. А мы в итоге вот смотрим все вместе, вот это же самое ОГЭ, да, и лицеи, и школы. У нас есть мат-классы в каких-то школах, есть простые классы. Вот, ну, тоже вот. Раньше было, насколько я помню, это лет 15 назад, наверное, вообще сравнение по всем школам. Там вот, как в этой школе ставили, да? Вот эту вот картину, она бы тоже хотелось очень увидеть. Ну, может, в процентном отношении, потому что все-таки там в какой-то школе 100 человек сдавало, да? А в какой-то школе сдавало 20 человек. А в какой-то вообще 3, не знаю, сдают, да? Вот. Нет, это есть информация, я понял, да. Просто у меня не запрашивали, это есть у меня информация. Вот это вот. Ну, конечно, бы хотелось знать по всем школам вот это и в процентном отношении все-таки. Потому что, я говорю, у нас что-то в этом году творилось невообразимое. Директора как с цепи сорвались по окончании электровода. У нас всегда дети валят. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, согласитесь, да? Вот. Ну, в этом году что директорам было? Причем, где маленькие, молодые девчонки разбегутся все после такого натиска директоров. Да и так никто не идет. Математики не хватает. Математика, физика. Вообще их нет. Но уверенности какой-то нет. Я вот так, Да, вот я услышал. Но чем это... замотивировать детей и родителей, я не знаю. Говорю, вот что? Я услышал ваш запрос, я просто не могу вам сейчас предложить механизмов, да, потому что у меня не было этого запроса, да, но на будущее, да, мы для перед метод-активом, перед РМО такую задачу тогда будем ставить. Я услышал вас. Спасибо. Надо было городские школы собрали, а анализ по республике сделали. Можно было анализ? Ну, там республика подключена. Не, подключая, понимаете, у нас же подключение, да, это, вы смотрите, вот у нас сейчас 24 человека подключилось, вот. Да, из республики, это, просто видел даже, вот, вон, посмотрите в чате, да, вот у нас. И у Сылимский район, видите, подключился, да, и сейчас есть. И Печорский район, вот Кожва, да. Вся республика, и Новый Бор тоже Уссурийский район, да, Инта, да, Вуктыл, Коми, Республиканский суд, мы же называемся Коми, Республиканский суд развития образования, да, и
обсуждаем именно всю республику, да, Воркута, Ухта, вот видите. Четко видно представлено, да, охват практически всей республики. Плюс, обращаю внимание, да, вот правильно подсказывает Воркута, да, потому что мы, более того, это же останется в записи, да, и поэтому, в принципе, вся республика может посмотреть эти результаты. А так, в принципе, у меня это где-то у меня есть и аналитика вообще в разрезе, условно говоря, школ, в разрезе муниципалитетов, отдельно, причем там ГУ отдельно вынесено, эти лицеи и прочее, они отдельно вынесены в этой статистике, ну, потому что понятно, что их нельзя сравнивать, условно говоря, нельзя физмат-лицей положить в статистику СыДФК, это некорректно, да, и он поэтому отдельно вынесен. А курсы будут точные? Да, очные. Да, это и запрос учителей, и это просьба ректора. Владимир Владимирович сказал, что курсы, это его народ устал, это его по... Но они платные школы, да, школы? Сейчас платно, сейчас мне бюджет курсы идут, совершенно верно. Там информационное письмо вчера, наверное, ушло, и, в принципе, там цена должна стоять была. Тогда такой вопрос. В том году выиграли республиканский конкурс, и там было, что за первые места будут бесплатные курсы, можно будет использовать как сертификат, но в том году были республиканские курсы. Я понял, я вас не могу ответить. Я работаю с 1 сентября, во-первых, во-вторых, как бы, это же конкурсы, организатор конкурса, видимо, другой центр, да, насколько я понимаю, поэтому... Криро, но Криро это его не маленький институт, да, соответственно, вот, вы напишите мне на почту, да, в запрос я выясню и отвечу, соответственно, вам конкретно по вашему варианту. Все вопросы, соответственно, все вопросы по учителям математики, информатики, это ко мне. Ну, вот моя электронная почта, пишите, задавайте вопросы. После вчерашнего, кстати, РМО тоже мне написали, я нашел, ответил вариант. В принципе, пишите, спрашивайте. Телефон на сайте есть тоже, в принципе, рабочий. Коллеги, я тогда запись выключаю, да? Да. Мгм. Спасибо.